Считается, что у носорогов есть одна интересная особенность. Если они видят огонь, например, разведенный костер, то сразу же бегут к нему и начинают затаптывать пламя. И иногда носорогов даже называют пожарными саванны или просто пожарниками. Неужели носороги действительно понимают опасность огня и считают своим долгом затушить любой костер, пока тот не разгорелся в большой пожар? Наибольший вклад в распространение слухов о топчущих огонь носорогах внесли рассказы путешественников, которые устраивались на ночлег посреди саванны, где как раз и обитают носороги. Дело в том, что у носорогов в естественной среде нет врагов. Даже компания львов разбегается при встрече с этой многотонной машиной, кстати, довольно быстрой и способной даже обогнать Усейн Болта. В то же время носорог, гроза саван, очень сильно уже на генетическом уровне боится людей и старается держаться от них подальше. Ведь уже много столетий человек убивает этих животных ради рога, мяса или просто развлечения ради. Прибавим к этому и то, что особенно активны носороги именно ночью. Но при этом они обладают очень плохим зрением. Блеск костра, который отчетливо виден в темноте, привлекает любопытное животное, которое подходит к нему поближе. Но как только носорог оказывается у костра и понимает, что поблизости есть люди, у животного начинается паника. Носорог начинает носиться по кругу, затаптывая все, что попадается под ноги, в том числе и костер. Люди, тоже находящиеся в панике, могут подумать, что животное пытается специально затоптать огонь, хотя носорог об этом и не помышляет. Таким образом, вероятно, и родилось данное заблуждение. В появлении легенды о топчущих огонь носорогах виноват и кинематограф. Речь идет о фильме под названием «Наверное, боги сошли с ума», где присутствует сцена того, как животное затаптывает костер. Кинолента пришлась по нраву западному зрителю, который вынес из нее множество интересных моментов. Одним из них и стала сцена с носорогом.